каждого из вас вашу многогранную деятельность, всегда нацеленную на изменения, на прогресс, на развитие. Примите мои искренние пожелания дальнейших успехов и достижения всех ваших жизненных и научных целей. Прежде всего, я позволю вначале привести слова основателя Академии наук Республики, нашего первого президента Михаила Евгеньевича Николаева. 14 февраля 1994 года, выступая на первом пленарном заседании перед избранными академиками, он связывал деятельность Академии наук с разработкой крупных проблем республики на рубеже 2 веков и перспективных задач начала следующего столетия. Сегодня, приближаясь к рубежу уже второй четверти нового века и отмечая 30-летие Академии, мы видим, что ее создание заняло особое место в ряду исторических событий развития нашей республики. Чтобы лучше осознавать это, мы никогда не должны забывать, в какое время была создана Академия науки. Это был период после развала великой державы, слома государственных и общественных институтов, разрыва коммуникаций во всех сферах и одной из самых уязвимых, пострадавших тогда, я считаю, сфер науки. Я убежден, что научный потенциал Якутии, сформированный в мощном русле советской науки, в это кризисное время был сохранен, в том числе благодаря политике нашего первого президента, в взаимопонимании и взаимодействии с Российской Академией. Академики Якутии, наши ученые с мировыми именами, высоко несли знамя этой миссии во главе с первым президентом Академии Василием Васильевичем Филипповым, затем под руководством Гермогена Филипповича Крымского и Игоря Евгеньевича Колодезника. Объединенные ученые советы, научные институты Академии наук в сложнейших условиях становления новых политических и общественных систем внесли неоценимый вклад в формирование государственной политики республики в определении приоритетов ее развития. Своим признанием одним из регионов России с неисчерпаемым потенциалом Якутия во многом обязана уникальным научным школам мирового уровня, которые у него были и есть. Это прежде всего школы мерзлотоведения Павла Ивановича Мельникова, технологии разработки газогидратных месторождений Николая Васильевича Черского, сварки и прочности материалов и конструкций в условиях крайнего севера Владимира Петровича Ларионова, космических исследований агрономии Гермогена Филипповича Крымского, экологическая школа Никиты Георгиевича Соломонова и другие школы выдающихся ученых Якутии. Я хочу подчеркнуть, что все научное сообщество в координации с Академией наук Республики выполняло задачи научного сопровождения современного развития. За 3 десятилетия ученые Якутии с успехом развили и новые направления в области естественно-гуманитарных наук, связанные именно с уникальными особенностями Якутии. Эти направления имеют сегодня особую актуальность, дают нам возможность обращаться к науке для решения задач по достижению высокого качества жизни, социального, духовного благополучия каждого человека в нашей республике. При этом нельзя не отметить, что в деятельности Академии наук Республики были, конечно же, и непростые периоды, когда существенно сокращался ее функционал, происходили серьезные структурные изменения, порой были голоса о возможности ее закрытия. Но я абсолютно убежден, что миссия Академии — быть выразителем передовых идей для экономического и духовного развития республики остается неизменной, как неизменно востребованными остаются результаты деятельности наших ученых. Эта миссия сегодня обрела новую значимость. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил в нашей стране десятилетие науки и технологий. В числе основных целей президент определил вовлечение исследователей в решение важнейших задач развития общества и страны. В 2021 году у нас в республике была принята новая редакция закона о науке и государственной научно-технической политике. Нововведения коснулись в том числе полномочий Академии наук, которые вернули статус высшей научной организации республики. Принята отдельная республиканская государственная программа научно-технологическое развитие Республики Саха-Якутия с увеличением финансирования организации научных проектов. В рамках ее реализации дополнительно к федеральному финансированию научных организаций и вузов на финансирование науки республики сегодня привлечено свыше миллиарда 750 миллионов. Академия наук Республики является главным координатором реализации решений по поддержке научной сферы.
В том числе ведется работа по актуализации концепции развития ведущих научных школ, в рамках которой они будут поддерживаться на конкурсной основе. Заключено соглашение с Российским научным фондом на период до 2026 года с ежегодным совместным финансированием 60 миллионов рублей. В 2022 году было поддержано 19 таких научных проектов. Особое направление – это поддержка профессионального роста молодых ученых. Без этого, конечно же, у науки нет будущего, и я считаю важнейшей задачей Академии науки именно масштабное вовлечение молодых талантов в научную деятельность. В этих целях мы учредили 10 ежегодных грантов главы республики молодым ученым и студентам в размере 500 тысяч рублей каждому. С 2021 года также возобновлена практика поддержки молодых ученых через республиканские научные фонды. Ежегодный размер гранта здесь составляет 5 миллионов рублей. Начиная со следующего года стартует проект «1000 лидеров науки и технологий в Республике Саха-Якутия», также направленный на мотивацию молодежи к научной деятельности. Настоящее и будущее Академии науки Якутии я вижу в усилении ее роли как ключевого интегратора с российским академическим сообществом, вузовской и отраслевой науки. В новых реалиях, когда наша республика объективно уже становится одним из важнейших плацдармов поворота России на восток, эта роль Академии нашей республики особенно востребована. В этом же ключе, безусловно, важна и результативность научно-образовательного центра мирового уровня «Север», территории устойчивого развития, создана в партнерстве 5 дальневосточных регионов. Академия наук здесь в полной мере должна выступать как координирующая структура интеграции ресурсов Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской академии наук, научных институтов, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова с реальным сектором экономики. Ожидания здесь весьма высоки, и я ставлю генеральную задачу именно следующим образом. Внедрение результатов научных исследований мирового уровня должно привести, на самом деле, к настоящим технологическим прорывам. И эти результаты не должны просматриваться в какой-то очень отдаленной перспективе, но уже сегодня должна быть не наблюдателем и благополучателем, а движущей силой тех преобразований, которые требуются в этом. Проект «Нот Север» в области проблематики изменения климата, деградации вечной мерзлоты, воспроизводства минеральной сырьевой базы, устойчивости северных экосистем, клеточных технологий, геномной медицины, биотехнологий должны привести к реальному ускорению трансфера технологий, знаний и кадров в отрасли экономики и в социальной сфере. Важнейшим практическим итогом, конечно же, должно стать улучшение условий жизнедеятельности человека на Севере. Я, конечно же, всецело поддерживаю наших ученых в стремлении к очень амбициозной задаче вхождения нашего научно-образовательного центра в пятерку ведущих НОЦ России и мирового уровня. При этом хочу еще раз подчеркнуть роль Академии науки Якутии как интегратора всего научного сообщества. Год назад при встрече с президентом Российской академии наук Геннадием Яковлевичем Красниковым мы обсуждали ход и перспективы научных исследований в нашей республике, в числе которых изучение глобальных вопросов, включая изменение климата и климатозоны, освоение недр, развитие Северного морского пути и необходимой инфраструктуры. Я благодарен руководству Российской академии наук, Сибирскому отделению Российской академии наук, целому российскому научному сообществу за высокую оценку уже состоявшегося и будущего вклада якутских ученых в научное и технологическое лидерство нашей страны. В целом считаем необходимым расширение масштабов научных исследований, направленных на пространственное развитие уже всего Северо-Востока и Арктической зоны России. Уверен, что такая работа должна вестись в тесной интеграции с родным для нашей якутской науки и Сибирским отделением Российской академии наук во главе с Андреем Николаевичем Пармоном. Это чрезвычайно важно для достижения результатов, значимых не только для Якутии, но и для всей страны. Безусловно, комплексное научное сопровождение должно быть настроено на уникальные особенности Якутии, на дальнейшую реализацию гуманитарного, культурного, хозяйственного потенциала. Сегодня актуален социальный заказ с приоритетами экологии, устойчивости природных и сельскохозяйственных ландшафтов нашей территории, экономической эффективности традиционных отраслей. Особое место занимает разработка современных форматов сохранения и развития языков культурного кода северных народов. При этом считаю очень важным именно не спонтанный, а научно обоснованный подход к решению таких задач, конечной целью которых является народосбережение населения.
Я уверен, что ученые Якутии, как и научное сообщество всей России, в крайне непростое для всего нашего Отечества историческое время полностью связывают свою деятельность с благом для российского общества, для нашего общего будущего. Уважаемые коллеги, друзья, ученые, как никто другой, наверное, понимают, насколько стремительно сегодня меняется мир. Я всегда говорю то, что 5 лет назад, даже 2-3 года назад было передовым, завтра уже может стать тормозом для развития. Сегодня для нашей республики, ответственной за развитие колоссальной территории, любое торможение, узость целей, перспектив, они абсолютно непозволительны. И вклад научного сообщества в наше развитие просто неоценим. При этом якутская наука и фундаментальная, и прикладная обладает уникальными компетенциями во многих областях. Уверен, что Академия наук Республики, все наше научное сообщество будет опорой в нашем движении к общей цели – благополучия каждого, процветанию родной Якутии и всей нашей великой России. Еще раз благодарю ученых республики, ветеранов, молодых исследователей за развитие нашей науки, за совместную платформную работу и сотрудничество. Желаю всем успехов, сил, оптимизма, поисков новых научных идей и открытий. Ну и с наступающим Новым годом! Начинаю церемонию вручения наград. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере науки и добросовестный труд наградить почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Самсонову Ирину Валентиновну, главного научного сотрудника, руководителя отдела этносоциальных, этноэкономических исследований Геосистем Академии наук Республики Саха-Якутия, министр Российской Федерации Валерий Фальков. Распоряжение главы Республики Саха-Якутия за заслуги в укреплении научно-технического потенциала Республики Саха-Якутия, значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики и многолетний плодотворный труд объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия коллективу Государственного бюджетного учреждения Академии наук Республики Саха-Якутия, президент Владимиров Леонид Николаевич. Благодарственные письма главы Республики Саха-Якутия Кривошапкину Вадиму Григорьевичу, действительному члену Академии наук Республики Саха-Якутия, профессору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Соломонову Никите Гавриловичу, действительному члену Академии наук Республики Саха-Якутия, научному руководителю Дома научной коллаборации Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Благодарность главы Республики Саха-Якутия Шадриной Людмиле Панкратьевне, ведущему научному сотруднику, руководителю секретариата Президиума Академии наук Республики Саха-Якутия. Наградить грамотой правительства Республики Саха-Якутия Попова Сергея Вячеславовича, вице-президента Академии наук Республики Саха-Якутия. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Уважаемые участники, мы сейчас приступаем к реализации нашей повестки. Мы предлагаем такой регламент: на основе доклада 15 минут, на другие выступления 10 минут. Принимается, да? Тогда разрешите предоставить слово доктору биологических наук, профессору, члену корреспондента Российской академии наук, президенту Академии наук Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Владимирову.
Добрый день, уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые гости, приглашенные, действительные члены Академии наук. Позвольте представить доклад о новых решениях в целях развития научного потенциала Республики Саха-Якутия. Мы сегодняшнее мероприятие проводим в канун нашего 30-летия Академии наук Республики и проводим совет по науке, который мы проводим почти, можно сказать, каждый квартал. И тоже сегодня начинается старт нашей всероссийской конференции по развитию разных языков, которая как раз по всей стране развивается это движение. Поэтому у нас 3 в одном, можно сказать. И я думаю, что это все у нас получится, потому что наши гости очень успешно прилетели, несмотря на такую погоду, минус 50 на улице, можно сказать. Но самолеты почему-то регулярно летают, без остановок, без задержек, можно сказать. Это благодаря науке, благодаря технологиям. И так будет всегда. Наука, технологии, развитие. И поэтому я свой доклад продолжу. В последние годы созданы все условия для развития научной сферы как со стороны федерального, так и регионального правительства. Хотел бы остановиться не на отчетных данных, что сделано научным сообществом. В первую очередь сосредоточиться на главных аспектах, которые будут направлены на развитие научного потенциала республики. Во-первых, 2022-2031 годы объявлены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным десятилетием науки и технологий, включающий единый комплекс инициатив, проектов, мероприятий. Все они направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. В этой связи нами разработан проект программы стратегического развития Академии наук Республики на 5 лет, это 23-27 годы, с учетом целевых ориентиров развития системы науки и экономики региона и страны, направлено на реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в исполнении указов президента России. Миссией Академии наук является реализация модели Центра притяжения региональной науки, формирование научного потенциала в целях устойчивого развития региона, выполнение научных исследований, реализация технологических разработок и интеграционных проектов, обеспечивающих достижение национальных целей и решение геостратегических задач в арктической зоне Российской Федерации. Реализация программы будет организована в 2 этапа. Первый этап – это повышение конкурентоспособности Академии наук Республики и закрепление его как ведущего научного экспертно-аналитического центра арктической зоны Российской Федерации. Второй этап – это уже укрепление позиций среди региональных академий и научном сообществе, разработки и реализация крупных научных проектов, исследований и разработок, о которых подчеркивал глава Республики Арсений Сергеевич Николаев. Нами поставлены 3 основные задачи по развитию Академии наук Республики. Академия наук как интегратор фундаментальных и прикладных исследований в целях социально-экономического развития макрорегиона, как интегратор научно-технологического развития и взаимодействия с реальным сектором экономики в рамках развития межнационального Норд-Север территории устойчивого развития. И интегратор совершенствования системы управления научным потенциалом региона на основе усиления роли объединенных ученых советов. Предлагаемые новые решения
в целях поступательного развития научного потенциала республики мы видим синергии всех участников процесса и реализации таких крупных проектов, как 3 этапа программы комплексных научных исследований в республике, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы. Создание Центра исследовательского превосходства в криолитозоне – это арктические криотехнологии, и реализация концепции сохранения и развития ведущих научных школ нашей республики. 24 октября текущего года в Академии наук состоялась стратегическая сессия разработка 3-го этапа программы комплексных научных исследований в республике, направленных на развитие ее производительных сил и социальной сферы с участием заинтересованных научных и образовательных учреждений, министерств и ведомств республики. Мероприятие организовано во исполнение перечня поручений главы республики от 28 августа текущего года по итогам встречи с научной общественностью. По итогам сессии и работы в рамках стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития республики до 2050 года, межрегиональный Норд-Север, территории устойчивого развития, определены направления. Смотрите, пожалуйста, на слайд. На основе системы научно-технологического развития мы ставим задачу создания принципиально нового научного направления исследований в области изучения холода как стратегического ресурса, освоения северной цивилизации, арктических и субарктических экосистем, так называемых северных ресурсов. Данное направление поддержано межрегиональным Норд-Север, территорией устойчивого развития. Уникальные характеристики стратегического позиционирования и направления развития республики позволяют создать Центр исследовательского превосходства в криолитозоне «Арктические криотехнологии». Сегодня очень важно, чтобы население республики чувствовало конкретные результаты внедрения наукоемких технологий. Это наши биотехнологии, холодовые технологии в медицине, хозяйственной деятельности, экономики. Это все то, что повысит качество жизни человека на севере. На основе проектного подхода Академия наук сегодня ставит задачу реализовать такие проекты, которые направлены на мультипликативный эффект социально-экономического развития республики. Например, в настоящее время сложилась необходимость научного сопровождения крупных инфраструктурных проектов на внутренних водных путях республики Саха. На слайде представлен проект научного сопровождения перехода сырьевой перерабатываемой промышленности по всем промышленным зонам и кластерам Якутии созданием центров переработки и промышленных комплексов, в том числе афинажного производства драгоценных металлов, где научное сопровождение предполагается провести через Центр сертификации минерального сырья в городе Якутске. Далее можно отметить проект по научному сопровождению крупных проектов здравоохранения в целях внедрения сквозных технологий, искусственного интеллекта, больших данных. Сегодня необходима разработка информационных систем прогнозирования влияния экологических факторов на здоровье человека на севере, мониторинга природно-очаговых инфекционных заболеваний, информационных систем прогнозирования. Также особое значение имеет исследования в области устойчивого развития региона, обеспечение научно-методического сопровождения продовольственной безопасности в современных условиях. В данном направлении будет развиваться отдельное направление северная технологическая цивилизация в арктической и субарктических зонах Российской Федерации. С учетом вышесказанного, развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности в Академии наук основывается на реализации модели Центра притяжения региональной науки. В Академии наук Республики предполагается совершенствование системы координации научно-исследовательской деятельности. В этой связи предполагается создание и развитие новых центров при Академии наук на базе
действующей структуры учреждения. Например, в рамках развития палеонтологических исследований условий обитания мамонтовой фауны в плейстоцене и голоцене на территории Якутии планируется создать Центр изучения мамонтовой фауны при Академии наук. Структура центра представлена на слайде. Развитие Академии наук в целом предполагает его активное позиционирование как международного центра, интегратора знаний и компетенций мирового уровня в сфере изучения науки о Земле, мамонтовой фауны, экономики холода, этносоциологии, региональной экономики на основе международного академического и профессионального сотрудничества в целях достижения основных задач научно-технологического развития. Основными результатами реализации программы являются качественные показатели по всем направлениям развития Академии наук, в том числе реализация научно-исследовательских работ, перспективных проектов, развитие научных школ, подготовка научных кадров. Таким образом, мы хотим показать, насколько научная общественность, в том числе Академия наук, готова выполнить стратегически важные задачи для достижения технологического суверенитета страны и поступательного развития нашей республики. История показала, что изучение криоресурсов было, есть и будет отличительной особенностью якутской науки. Мы уверены, Республика Саха-Якутия станет флагманом научно-технологического развития нашей страны. Если взглянуть, пролистать историю, то примерно 300 лет назад Петр I, учредитель Академии наук Российской, направил первую Камчатскую экспедицию во главе с командором Берингом через Тобол, Якутск и дальше. Здесь, можно сказать, был основной форпост. 3 года были они здесь. И Петр I наказал, что именно через искусство и науки пробиваться, развивать все это искусство, он имел в виду высокий профессионализм. А наука, это оно и сегодня есть наука, оно не меняется, да, наука. Поэтому уже тогда, 300 лет назад, были заложены основы развития науки, холодовой науки у нас. Первые публикации вышли об исследовании о мерзлоте, о холоде, именно что существует многолетняя мерзлота, исследования провели. Если этот человек стал академиком в дальнейшем, это, можно сказать, 300 лет назад. Затем уже научная экспедиция, опять первая экспедиция Академии наук СССР, которую инициировал первый секретарь тогдашний ВКПБ, наш лидер Максим Кирович Амосов, по изучению производительных сил Якутии. И мы имеем результаты, мощнейшие результаты, которые потом по всей стране уже такие экспедиции проводили. Далее я бы хотел отметить то, что когда власть и наука тесно сотрудничают, это два человека на букву Ч. Ч – это человек, 2 человека, Чиряев и Черский. Вот кто создали фундамент, на котором мы находимся. Это сотрудничество власти и науки. Далее, в трудное время первый президент Михаил Ефимович Николаев принял решение о создании Академии наук. И мы сохранили школы, не только сохранили, а дали развитие таким наукам, как химия, благодаря. Вот здесь у нас сидит наш академик Айталина Алексеевна Хлопкова. Это новые материалы мы создаем благодаря исследованиям в химии. Мы о химии даже и не мечтали, что такая наука, химия, будет развиваться в этой далекой Якутии. А между прочим, Ломоносов был химиком тоже, это физиком и химиком. А сейчас перед нами стоят задача. Александр Сергеевич сказал, что мы можем отстать. Новое может стать старым. Поэтому сейчас мы должны развивать перерабатывающую промышленность. Мы уже
как бы по возможности не должны вывозить сырье, а перерабатывать ее, из нее делать товары и прибавочную стоимость оставлять у нас. И это нас ждет. И этот проект мы называем «Дыханием двух океанов». Ледовитого океана, Тихого океана. Ледовитый океан – это белый медведь. Также Тихий океан, это Дальний Восток, это Амурский тигр. Если мы опоздаем, могут эти животные исчезнуть. Поэтому, используя традиции, используя наработки, все, используя сырье, все используя, мы должны дать импульс развития нашему северо-востоку Российской Федерации и сотрудничества власти и науки народу. Спасибо. Спасибо большое, Леонид Николаевич. Ну, действительно, как Леонид Николаевич сказал, Академия наук проводит большие исследования, большие работы. И вот одна из последних работ, огромных, которую провела Академия наук, это работа над многотомным научным трудом энциклопедии Якутии. Энциклопедия нацелена на сохранение и распространение культурного наследия Якутии, популяризацию знаний о регионе, развитие науки и образования. Хронологические рамки энциклопедии охватывают сведения, начиная с эпохи палеолита и до конца первой четверти 21 века. Цифровая энциклопедия Якутии станет визитной карточкой Якутии во всемирной сети интернет. И, уважаемые участники заседания, я хочу представить вашему вниманию видеоролик о работе над фундаментальным многотомным научным трудом энциклопедии Якутии. На основе многолетнего опыта по созданию энциклопедических изданий Академии наук Республики Саха готовится многотомная энциклопедия Якутии. Объявляем о торжественной церемонии открытия электронного портала «Энциклопедия Якутии». Уважаемые гости, на главном экране и в раздачных материалах вам представлен QR-код, по которому вы можете ознакомиться с электронным порталом. Вы можете сейчас включить свои камеры мобильных устройств, навести на QR-код и перейти по ссылке на электронный портал. Поздравляем! Портал энциклопедии Якутии считается открытым. Действительно поздравляем, проведена огромная работа, и с сегодняшнего дня эта энциклопедия будет доступна самому широкому кругу лиц по всей нашей планете. И я думаю, что действительно подход очень правильный, что электронный формат, во-первых, даст доступ к многим людям, ну и, конечно, позволит постоянно актуализировать энциклопедию. Ну, как вы знаете, республика давно и активно сотрудничает с Сибирским отделением Российской академии наук в научно-образовательной сфере. И мне очень приятно сейчас предоставить слово заместителю председателя Сибирского отделения Российской академии наук, директору Института теплотехники Сибирского отделения Российской академии наук, члену Президиума Российской академии наук, доктору физико-математических наук Дмитрию Марковичу Марковичу. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемый Леонид Николаевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, от лица руководства всей Российской академии наук и ее президента, академика Красникова Геннадия Яковлевича, от лица руководства Сибирского отделения Российской академии наук, председателя Сибирского отделения, академика Пармонова Валентина Николаевича, от себя лично хочу поздравить вас с 30-летием Академии наук Республики Саха-Якутия. Если позволите, я в начале своего выступления зачитаю выдержки из поздравительного адреса, подписанного президентом Российской академии наук, а затем продолжу уже от имени Сибирского отделения наук, Академии наук.
Уважаемый Леонид Николаевич, уважаемые коллеги, примите мои самые теплые и искренние поздравления с 30-летием со дня образования образования Академии наук Республики Саха, Якутия. Уже через 2 месяца мы будем отмечать 300-летие со дня основания Российской Академии наук. История РАН всегда была неразрывно связана с научным изучением вашего уникального региона, прирастившего мощь России на ее северо-восточных и дальневосточных рубежах. Российская Академия наук всегда нацелена на решение региональных проблем, на оказание помощи в развитии субъектов государства. Поэтому мы видим в лице Якутской Академии квалифицированного эксперта и надежного партнера в научных исследованиях актуальных проблем региона. Якутская национальная академия сыграла и играет важнейшую роль в сохранении многих научных школ российского и мирового значения, при умножении традиций и научной преемственности, сформировала облик современной науки в регионе, уделяющий большое внимание сбережению хрупкой окружающей среды, сохранению уникальных ресурсов флоры и фауны, исследованию климатических изменений самого холодного региона северного полушария. Уважаемые коллеги, укрепляйте и дальше кадровый потенциал региона, готовьте достойную научную смену. Уверен, что наука совершит прорыв в технологическом развитии арктических территорий Российской Федерации. Желаю ученым Академии здоровья, творческого долголетия и новых научных достижений на благо великой России. Президент Российской Академии наук Красиков Геннадий Яковлевич. Коллеги, Якутия – это наш с вами суровый, но невероятно изобильный край. Она служит магнитом для академической науки на протяжении всей ее 300-летней истории. Про экспедиции Витуса Беринга уже было сказано, а Михаил Васильевич Ломоносов не только начертал фразу известную, которую мы часто цитируем: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном», но также заложил большое количество экспедиций в планах практически на 100 лет, которые принесли колоссальное количество новых знаний обо всем северо-востоке России. Уже в более позднее время, с 1925 по 1930 годы, по инициативе Максима Кировича Амосова состоялась комплексная якутская экспедиция Академии наук СССР, целью которой было изучение природных ресурсов и производительных сил республики. Рекомендации и предложения этой экспедиции были использованы для составления генерального плана реконструкции народного хозяйства Якутской ССР на ближайшие 10-15 лет. Сегодня сибирское отделение РАН настаивает на повторении этого уникального опыта в новых условиях, чтобы стратегические планы развития республики, как и прежде, создавались на глубокой научной основе и на долгие десятилетия вперед. К сожалению, на сегодняшнее мероприятие не смог приехать наш коллега, академик Николай Петрович Похиленко. Кстати, он является почетным членом Республиканской академии. Он рассказал бы о глобальном, без преувеличения, глобальном технологическом прорыве, который способен обеспечить сырьевая база Контора и Попигая. Но такой прорыв возможен только при интеграционном подходе, объединяющем компетенции специалистов разных направлений и регионов. Поэтому Якутия, по нашему мнению, должна стать примером территории научной интеграции, эффективных горизонтальных связей и проектов. История собственной науки в Якутии началась еще в 1935 году, когда основоположником современной якутской литературы Платоном Алексеевичем Аюнским был организован Институт языка и культуры малых народов Севера при Совнаркоме Якутской ССР. Сегодня он работает под названием Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера и входит в состав Якутского научного центра СОРА. В 1947 году была создана Якутская научно-исследовательская база Академии наук СССР, преобразованная через 2 года, в 1949-м,
якутский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР. Сейчас это Федеральный исследовательский центр Сибирского отделения, который в следующем году будет отмечать 75-летие своей истории. В трудные, переломные 90-е годы первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым было принято прозорливое решение учредить и обеспечить за счет ресурсов республики собственное академическое сообщество. С тех пор и по настоящее время мы едины и неразрывны. Ряд членов РАН по Сибирскому отделению являются одновременно членами Академии наук Республики Саха-Якутия. В их числе патриархи якутской науки Гермоген Филиппович Крымский, Никита Гаврилович Соломонов. Мы гордимся достижениями этих самоотверженных ученых, их многочисленных соратников и учеников. Нашими совместными инициативами и научными объектами глобального значения стали новая исследовательская станция на острове Самойловский, Мировой музей Мамонта на площадке Северо-Восточного федерального университета, криохранилище семян культурных и редких растений на базе Института мерзлотоведения. Эти и другие центры можно смело назвать ядрами междисциплинарных, центрами притяжения для исследователей различных направлений. Сегодня мы, как никто, понимаем роль Сибири и Арктики в укреплении геополитических позиций России, в становлении ее научно-образовательного и технологического суверенитета. Плечом к плечу, рука об руку мы ведем исследования по широкому горизонту, готовим к внедрению новейшей разработки для индустрии. Новой площадкой для сотрудничества стал созданный научно-образовательный центр мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития». Межрегиональный, межотраслевой, междисциплинарный. Сегодня перед Республиканской академией наук, так же как и перед всем научным сообществом Республики Саха и России в целом, стоят важнейшие задачи, новые вызовы. Технологический суверенитет предполагает эффективное освоение арктических территорий, решение множества технических задач, связанных с мерзлотоведением, ресурсом материалов и машин в экстремальных условиях, освоение природных ресурсов, проблемы северного животноводства, долговременного хранения семян и продовольствия в криохранилищах, история и палеонтология, здравоохранение, а также важнейшая сфера культуры, традиций и языков народов Севера. Эти и многие другие направления являются сейчас важнейшими для научного сообщества Якутии и всей страны. Как представитель Российской академии наук, как ваш земляк, я искренне желаю всем вам, уважаемые коллеги, новых открытий, новых достижений, международного и национального признания, несокрушимого арктического здоровья, новой энергии, дерзаний и прорывов, мирного неба и личного счастья. Поздравляю! Коллеги, я хотел бы от лица Сибирского отделения вручить Леониду Николаевичу наши награды. Я хочу вручить набор медалей, серебряных медалей Сибирского отделения, главная из которых это медаль Михаила Алексеевича Лаврентьева, основателя Сибирского отделения. А также вот такую карту нашей страны, Российской Федерации, где примерно 2/3 территории занимает Сибирское отделение Российской академии наук, и мы горды и счастливы, что Якутия и якутский научный потенциал постоянно находилась и находится под научно-методическим руководством Сибирского отделения, его неотъемлемой частью. Вот такая еще карта вам на память, Николай. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия, высокий профессионализм вручить почетную грамоту Сибирского отделения Российской академии наук Корниловой Зинаиде Андреевне,
главному специалисту, руководителю редакционно-издательской группы. Вручить почетную грамоту Сибирского отделения Российской академии наук Павлову Иннокентию Семеновичу, инженеру-исследователю отдела изучения мамонтовой фауны. Вручить почетную грамоту Сибирского отделения Российской академии наук Пермяковой Анне Васильевне, младшему научному сотруднику регионального центра по изучению, сохранению и развитию родных языков. Большое спасибо, Дмитрий Маркович. Ну, вы знаете, сегодня у нас действительно уникальное торжественное заседание. К нам, несмотря на хорошую погоду, присоединились коллеги из Национальных академий наук, и мне бы хотелось предоставить слово доктору филологических наук, профессору, президенту Академии наук Абхазии Зурабу Джотовичу Джапуа. Самостоятельное государство. Уважаемый Леонид Николаевич, СНГ. дорогие коллеги и друзья, дамы и господа, Государство, да. от имени Президиума Академии наук Абхазии, всей научной общественности Республики Абхазия и от себя лично поздравляю вас и ваших коллег с 30-летним юбилеем Академии наук Республики Саха-Якутия. Примите мои сердечные, теплые и солнечные поздравления. История Национальной академии наук – это история открытий, изобретений, кропотливого научного поиска. Создание Академии наук было направлено прежде всего на сохранение научно-образовательного потенциала республики. И сегодня можно сказать, что это было очень мудрое и своевременное решение. Ваша Академия наук стала ведущим научным центром, объединяющим ученых республики и создающим новые знания. Академия наук на высоком уровне выполняет все поставленные задачи и является очень авторитетным органом и в республике, и во всей Российской Федерации. Можно сказать, что наша Академия наладила дипломатические и научные связи с Академией наук Республики Саха-Якутия уже давно. В 2017 году в городе Якутске мы с моим тогда коллегой Игорем Иннокентьевичем Колокезниковым подписали соглашение о сотрудничестве. Наши ученые помнят, наши абхазские ученые помнят, как якутская делегация приезжала на наш 20-летний юбилей в том же 2017 году. Я лично, как фольклорист и посовет, с давних пор тесно сотрудничаю со своими коллегами в Саха-Якутии. Вхожу в редколлегию весьма значимого научного журнала «Епосоведение», издаваемого Северо-Восточным федеральным университетом имени Амосова. Вообще, после моей поездки в Республику Саха-Якутия в 2017 году убедился в том, что между абхазами и якутами, несмотря на дальние расстояния и разницу во времени, имеются, можно сказать, несколько латентные, но все же заметные связи, в том числе в эпических традициях. Абхазский и весткавказский нацкий эпос и якутское ланхо обнаруживают весьма удивительные типологические и не только типологические параллели.
Как известно, Республика Саха-Якутия – один из международных центров эпосоведения. В настоящем году состоялся визит президента Академии наук Республики Саха-Якутия, доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, российского ученого в области биотехнологии и физиологии Леонида Николаевича Владимирова в Абхазию. В рамках этой встречи мы с Леонидом Николаевичем подписали новое соглашение о сотрудничестве между нашими академиями наук, между Академией наук Республики Абхазия и Академией наук Республики Саха-Якутия, в котором обозначены новые идеи и подходы, которые в итоге могут дать новые знания в разных сферах науки и экономики. Конечно же, целью этого меморандума является расширение сотрудничества и укрепление разносторонних связей в сфере развития науки. Уверен, что между нашими учеными, академиями наук, осмелюсь сказать, и между нашими республиками в целом будет заложена добрая традиция по возможному плодотворному сотрудничеству. Дорогие коллеги, позвольте еще раз поздравить вас с замечательным юбилеем и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и мира. В этот знаменательный день желаю всему коллективу Академии наук Республики Саха-Якутия дальнейших достижений, успехов во всех начинаниях, интересных открытий и высоких результатов. С юбилеем вас! Ну и в качестве подарка, как вы уже заметили, такую дань, хотя по душе очень близкая республика, я не мог вести, скажем, хотел картину провести с изображением пейзажев Абхазии, Республики Абхазия, но вот остановился все-таки на медали с изображением нашего города, столицы Республики Абхазия, города Сухума. Я надеюсь, что эта монета будет напоминать вам Абхазию, теплоту, которую нужно. Я приглашаю как президент Академии наук Абхазии приезжать часто ученым. Большое спасибо за теплые слова, Зураб Джотович. Но также с большой теплотой хочу предоставить слово доктору физических наук, профессору, президенту Академии наук Республики Татарстан Рифкату Нургалиевичу Минниханову. Пожалуйста, Рифкат Нургалиевич. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемый Леонид Николаевич, уважаемые коллеги, действительно, наверное, уникальная республика, уникальные подходы, уникальные слова здесь были сказаны, где-то обобщающие и в нашем поздравительном адресе. Единственное, наш поздравительный адрес отличается тем, что если кто-то будет в Республике Татарстан, и на машине, то может быть весне будет ездить. Я почти 20 лет был начальником ГАИ, мою фамилию помнят, поэтому можете спокойно ездить. Кроме фотофиксации. Поэтому решите, Леонид Николаевич, поздравительно, адрес помощи. Ну и небольшой знак внимания, что Казань присутствует здесь, в вашей прекрасной, так скажем, республике.
официально, честно говоря, по роду деятельности мне не приходилось особо сталкиваться с Якутией, но еще будучи начальником госавтоинспекции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения, так новое слово, которое появилось, мне пришлось познакомиться с одним человеком, Семеном Васильевичем Филиппом. Были связаны вопросы с безопасностью. И уже тогда я понял, что у вас очень серьезный подход ко всем вопросам. Первое, что начать дело, картография. Это серьезный вопрос. В нашем регионе он серьезно стоит. И мне Семен Васильевич говорит: мы в 90-х годах к вам приезжали учиться. То есть вы совершенствовались, институт картографии, если не ошибаюсь, наверное, он и есть. Он показал, какие юбилейные издания, как в Якутии все эти вопросы поставлены. Но, к сожалению, здесь я сразу скажу, что какое-то счастье Татарстан отстал. Это было первое впечатление. Потом, когда я еще параллельно после госавтоинспекции в какой-то части и сейчас руководитель Ассоциации содействия правовому развитию, и мне пришлось пресекаться по некоторым вопросам цифровизации. И надо сказать, что в некоторых решениях вы были лидерами. Ну и, наверное, ваш министр цифры пошел на повышение, я думаю. Ну и третье, когда раис республики нашей, Рустам Нургалиевич, приехал и при всех сказал: посмотрите, как в Якутии, как относится к национальной одежде, как говорится, сохраняется самобытность. То есть вы, вот мне в каких-то точках, точно мне приходилось встречаться, у нас вот такие всегда вы лидеры. Да, и есть у нас тоже соглашение. Но, к сожалению, только с июля месяца на Академии. Вот. Это соглашение есть. Я думаю, я даже не сомневаюсь, мы в рамках этого соглашения дальше будем работать. У вас большой потенциал. У нас большой потенциал в рамках научно-технологического развития, рейтинги регионов доведены, поэтому здесь есть что, как, с кем делиться, какие формы работы. В целом, честно говоря, я вот так посмотрел в вашей академии, потенциал в таком счастье, я так уже могу сравнить, даже больше. Почему? Потому что у нас больше была гуманитарная, сейчас мы на технологическом направлении направляем, где-то в какой части будем перенимать тоже и ваш опыт. Но надо сказать, что гуманитарное направление, хотя и технарий, когда в Академию пришел, сказал, это направление мы будем усиливать. Почему? Потому что никакой технологического прорыва не будет, если у нас не будет своего «я». То есть своей земли, своей нации, своего языка, своей традиции, свои обычаи. У нас отличает как вас и нас своя самобытность, своя идентичность. И поэтому, наверное, региональная академия является как бы основой, чтобы сохранить все это. И поэтому тут мероприятие или конференция, которая будет завтра, где будут рассматриваться эти вопросы, они своевременны, они нужны, и, соответственно, мы активно, в будущем, будем активно участвовать. Но еще следующая особенность. Мой первый визит был в ваш штат в июле месяце, и при встрече с главой, и, как говорится, я говорю, давайте будем создавать ассоциацию региональную Академию наук. Но я немного пришел, я думал, все быстро. В Академии наук очень много вопросов. Необходимо сказать, что Камиль Нурлович перехватил инициативу в хорошем смысле, молодой, перспективный. Есть проект соглашения, мы ее рассматриваем. И 4 академии, я думаю, будут таким серьезным инструментом для того, чтобы реализовывать
посыл нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича о том, что сегодня наука, технология – это первично. Без этого нам не победить. И в связи с этим, значит, соответственно, перед нами тоже стоит большая задача подписать это соглашение, создать эту ассоциацию и активно работать с Российской Академией Наук. А в целом, вот, я с удовольствием приехал, посмотрел, даже слышал, сейчас вот посмотреть, как наши братья живут, как двигают науку, как при минус 50, минус 60 творят. Поэтому мы действительно вами гордимся, потому что есть такая республика, национальная республика, со своими традициями, и вы являетесь примером для многих регионов. Мы вас поздравляем всех с юбилеем Академии. Это серьезный юбилей. И с надеждой через 5 лет встретиться, подвести итоги нашей совместной работы. Александр Сергеевич, вам спасибо большое за такую хорошую организацию этого мероприятия. Ну и, соответственно, я не могу сказать, но мы тоже, как научное сообщество, ждем вас и вашу команду, и команду Академии наук Республики Татарстан. Спасибо. С юбилеем. Ну и, конечно, также хочется слово предоставить доктору технических наук, доценту, президенту Академии наук Республики Башкортостан Камиле Нуралаевичу Рамазанову. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, спасибо, во-первых, за теплый прием. Он кардинально противоположен той температуре, которая сейчас за окном. Насколько тепло и радушно нас встретили, и я думаю, что мы плодотворно и успешно поработаем в ближайшие дни, в том числе завтра запланирован большой уже озвучил, что мы собираемся сделать серьезный доклад на конференции, посвященный языкам, культуре, этносу. Действительно, большая работа в этом направлении ведется всеми региональными академиями наук. У нас, к сожалению, наш коллега из Чеченской республики не смог сегодня приехать, а так, значит, мы активно взаимодействуем, мы друг друга знаем, ценим и всегда всячески друг другу помогаем. Поэтому тоже всячески поддерживаю инициативу Галеевича создания ассоциации региональных академий наук. От имени Академии наук Республики Башкортостан, от себя лично я хотел бы, конечно, поздравить Академию наук Республики Саха-Якутия, коллег с такой знаменательной датой. Академия наук Республики Башкортостан и Саха-Якутия созданы в одно десятилетие на волне бурных социальных и политических процессов в нашей стране. Добрые отношения и уровень взаимодействия наших академий, сложившийся в тот период, мы по-прежнему высоко ценим и дорожим. Гордимся тем, что действительно член Академии наук Саха-Якутия Колодезников Игорь Иннокентьевич является почетным академиком Академии наук Республики Башкортостан и членом отделения наук о земле и нефтегазовых технологий Академии наук Республики Башкортостан. Я хотел бы отметить, что членами Академии наук Республики Башкортостан, учеными высших учебных заведений республики, поддерживаются тесные контакты с научными школами Якутии. В рамках культурного сотрудничества между Республикой Башкортостан и Саха-Якутия в 2017 году учеными Академии наук Республики Башкортостан Института истории языка и литературы УФИЦРАН подготовлен подстрочный перевод на башкирский язык якутского эпоса «Алонка» «Нюргун Боотур Стремительный». С 2020 года Институтом башкирской энциклопедии Академии наук Республики Башкортостан и отделом энциклопедистики Академии наук Республики Саха-Якутия осуществляется тесное сотрудничество по подготовке энциклопедических изданий Республики Саха-Якутия, способствующее развитию энциклопедистики как научного направления. Я хотел бы отметить, что эпос, который переведен на сегодняшний день на башкирский язык, не только находится в Национальной библиотеке Республики Башкортостан, но и в школьных библиотеках, что самое, я считаю, наверное, большое достижение нашей совместной работы, потому что школьники сейчас могут прикоснуться
к этому творению. И очень многое наши культуроведы, филологи, историки находят общее с нашим известным эпосом Урал-Батыр. Очень много пересечений, очень много схожего. Поэтому эта большая работа была сделана. Я надеюсь, что это такой первый росток, который даст в дальнейшем последующие совместные работы. Не так давно руководитель отделения энциклопедистики Академии наук Саха-Якутии, Республики Саха-Якутия был в гостях в Республике Башкортостан. В августе месяце научный сотрудник Филиппова также проводила совместные работы с нашим институтом энциклопедистики. Я хотел бы отметить, что мы надеемся, что в будущем расширятся границы научного сотрудничества между нашими академиями наук и будут реализованы совместные проекты. В виде новых перспективных исследований, обменами научных публикаций, изданий трудов, совместных мероприятий. Мы уверены, что плодотворное сотрудничество наших республик в научно-исследовательской, образовательной и инновационных сферах будет эффективным и конструктивным. От имени ученых Башкортостана желаем всему коллективу Академии наук, а также народу Республики Саха-Якутия благополучия, добра и новых свершений. Спасибо, коллеги. Но какой юбилей без подарка, поэтому мы тоже привезли небольшой сувенир от наших ремесленников. Это ручная работа. Такой некий чайный сувенир, это символ Башкирии достатка, благополучия, успехов и процветания. Поэтому мы вам желаем именно этого. И мы сегодня услышали в докладе Александра Сергеевича, что республика вас всячески поддерживает, только процветание в дальнейшем. Чаша должна быть полной, поэтому от нас в чаше традиционные сладости, традиционный наш знаменитый башкирский мед и травы. Здесь порядка 40 видов лекарственных трав в этом башкирском чае, чтобы было крепкое северное здоровье у вас. Алексей Сергеевич, да, я бы хотел бы вручить вам лично, в вашу личную библиотеку, то, с чего началось наше взаимодействие с Академией наук Республики Саха-Якутия. Это энциклопедия Республики Башкортостан. Она иллюстрированная, изданная в ограниченной серии. Здесь собрано все самое важное и интересное. Так у нас многотомное есть издание, но это такое узкое. Это вам вашу личную коллекцию. Издание посвящено городу Уфе. Я вот тоже, пользуясь случаем, от себя лично, от нашего научного сообщества, от нашей теплой республики хотел пригласить не только ученых республики Саха-Якутия, но и руководство Саха-Якутии на юбилей города Уфы, который состоится в следующем году. Мы сделали юбилейное издание, посвященное этому городу, и это издание отмечено дипломом как одно из лучших изданий, которое было сделано в 2023 году. Это тоже, Алексей Сергеевич, ваша коллекция. Аналогичные подарки коллекции. Спасибо, коллеги. Большое спасибо, Камиль Нуралаевич. Давайте поаплодируем. Действительно,